эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутии отмечают национальный праздник Исэх, символизирующий продолжение жизни и начало лета. Неделя качества в сфере здравоохранения. В Якутске проходит межрегиональная научно-образовательная конференция медицинской деятельности. Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве. В Сунтарском районе авиации МЧС России слито более 300 тонн воды. Более 1300 человек и почти 150 единиц техники привлекаются к ликвидации природных пожаров в республике. За сутки было задействовано 51 патрульно-контрольная группа, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 302 человека. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Отобрано 23 пробы атмосферного воздуха на территории 6 районов. Превышение предельно допустимой концентрации не зарегистрировано. Основные усилия Главного управления МЧС направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории региона действует 40 природных пожаров. За сутки ликвидировано 6. На тушение привлекалось 1388 человек и 142 единицы техники. Также за сутки было задействовано 51 патрульно-контрольная группа. По результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 302 человека. В Сунтарском районе на природном пожаре была задействована авиация МЧС России. За сутки произведено 80 сбросов и слито 308 тонн воды. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, за сутки на территории региона отработано 23 пробы атмосферного воздуха на территории 6 районов. Превышений ПДК не зарегистрировано. Следует отметить, что за сутки количество пожаров уменьшилось на 2 очага. Площадь пожаров увеличилась более чем на 7 тысяч гектар за счет увеличения действующих природных пожаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Кобяйском, Нюрбинском, Аймиконском и Сунтарском районах, где зарегистрировано 20 очагов на общей площади свыше 31 тысячи гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. 90 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за сутки. В Якутске 54 случая, в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах по 6 случаев, в Вилюйском районе 5, в Алданском, Амгинском и Нерюнгринском районах по 4, в Намском, Сунтарском и Усть-Алданском районах по 2 случая, в Устьянском – 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 1148 исследований на коронавирусную инфекцию. Межрегиональная научно-образовательная конференция управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинских организациях проходит в Якутске. Она проводится в рамках реализации указа главы республики о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения. В рамках конференции проводятся семинары, мастер-классы, доклады на различные темы. 22-го подпишем договор с Институтом качества Росздравнадзора Российской Федерации об аккредитации нашей медицинской организации. В дальнейшем в течение 5 лет мы планируем получить международную аккредитацию по GCI. Эти знаки качества дадут нам качественно оказывать медицинскую помощь нашим гражданам, а также минимизировать те риски, связанные с оказанием медицинской помощи. Якутские генетики стали победителями главной медицинской премии России «Призвание». Ученые научно-исследовательской лаборатории молекулярной медицины и генетики человека Северо-Восточного федерального университета Надежда Максимова и Айталина Сухомясова награждены в номинации «Разработка нового метода диагностики». Для всех врачей премия является высшей наградой. Она не только подтверждает заслуги, но и накладывает ответственность, а также обязывает к дальнейшей плодотворной работе. Торжественная церемония вручения состоялась в канун Дня медицинского работника. За создание генетического банка народов Якутии и первое в мире описание 2 генетических болезней награждается группа медицинских генетиков и врачей под руководством генетика Максимовой, Саха, Якутия.
Уважаемые врачи и гости, для нас большая честь стоять сегодня на этой сцене и получать такую высокую награду. Открытие наследственных заболеваний и создание методов их диагностики – это большая заслуга нашего коллектива медико-генетической службы Якутии во благо наших пациентов и их семей. Поздравляю всех с праздником, желаю всем здоровья и желаю, чтобы медицинская генетика развивалась в России и дальше. Спасибо большое. С национальным праздником Исэх якутян поздравил глава республики Айсен Николаев. Руководитель региона отметил, что Исэх олицетворяет начало лета и изобилия, имеет глубокий философский смысл и приносит в нашу жизнь радость и доброту. С древних времен этот праздник является самым главным для якутян, объединяющий и укрепляющий дружбу всех народов, проживающих в Якутии. Айсен Николаев также подчеркнул, что в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции мы в республике второй год празднуем Исэх в условиях ограничений. Это не помешает нам отметить наш национальный праздник в кругу семьи с близкими людьми. Уважаемые якутяне, дорогие мои сограждане, от всей души, горячо и сердечно я поздравляю вас с нашим прекрасным праздником Исэх. Каждый год с наступлением благословенного лета Исэх согревает наши сердца. Он вдохновляет нас и дарит ни с чем не сравнимое счастье и радость. Мы счастливы жить на родной земле, великой и прекрасной. Мы рады жить в окружении родных людей, с любовью и пониманием. Сегодня мы вместе, всей многонациональной республикой, встречаем наш светлый праздник. Ничто не может остановить нашего движения вперед, когда мы живем на родной земле, наполняя ее жизнью и созиданием. Якутия работает, строит, учится, Якутия живет. И в этом заслуга каждого из вас. Я горжусь вами, уважаемые сограждане. Я искренне благодарю вас всех, дорогие мои. Уверен, жизнеутверждающий дух Исэха дает нам силы и уверенность дальше идти по жизни, трудиться и созидать ради счастья и благополучия каждого якутянина, на благо нашей родной республики и всей нашей великой России. Дорогие друзья, в эти летние дни солнце еще ярче освещает нашу родную землю, всю нашу жизнь. Так пусть светлый праздник укрепит в ваших сердцах радость и любовь, подарит душевное равновесие и благополучие, здоровья, мира, добра и успехов вам и вашим близким. Национальный якутский праздник Исэх второй раз проходит в онлайн-формате. Площадкой проведения являются социальные сети учреждений культуры городского округа город Якутск, интернет-сайт Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска и телевизионный канал НВК «Саха». Исэх для нашей семьи – это национальный праздник, который мы каждый год празднуем. Да? В этом году, к сожалению, онлайн проходит, и мы заранее знали, поэтому особо не подготовились, а так своей семьей там на даче отмечаем. Какой бы то ни было форме, но все-таки Исэх всегда остается нашим национальным праздником, и мы всегда хотя бы для себя, для семьи, для друзей всегда отмечаем Исэх. Очень красивый национальный праздник, очень красивые костюмы мужчин, женщин. Мне нравится, есть возможность, всегда с удовольствием хожу. Я живу здесь уже всю жизнь свою, я местный житель, поэтому мне нравится этот праздник. Вообще якутские праздники очень красивые, очень колоритные. Праздник Исэха – это вообще возрождение земли. А земля – это наша кормилица, на которой мы живем. Все, что я могу сказать. Это большой праздник, особенно для якутского народа. И для тех всех, кто проживает в нашей республике. Всем здоровья, добра, благополучия. О традициях Исэха и о том, на какие рекорды ради него идут, расскажем в сюжете далее. У народов Саха считается, что Новый год начинается в середине июня, когда Земля совершила полный оборот вокруг Солнца, а природа полностью обновилась. Сценарий Исэх предусматривает, что на Землю прибудут солнечные божества Аи, поэтому для них устанавливается божественная коновязь Сыргэ, ведь боги приедут на своих огненных лошадях. Сыргэ – ритуальные столбы у якутов. Означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. На столбе вырезаются 3 горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира. Средняя – для коней человека. И нижняя – для лошадей подземного мира.
Иссех переводится как «кропить», «окроплять». В этот день говорят и поют добрые напутствия – алгыз. Белый шаман обращается за благословением для всего народа Саха. Он зажигает огонь, бросает в него оладья и льет священный для якутов напиток – кумыс. После обряда участники действа разносят кумыс всем гостям праздника. Oyar gün kallannak, betince bitsiriger, öbüge bit ütügehinen, örün tunak hekbet, sargıtın uruydur, öter bebit ütükten, körücü hıgı çoranıktan, ihek, vohtah kımıhı. Кульминация праздника – традиционный якутский танец асохой. Тысячи якутян в национальных костюмах водят хоровод, который олицетворяет объединение народов. На одном из таких праздников в Якутии был установлен рекорд книги Гиннесса. Более 15 тысяч человек, и все в национальной одежде, синхронно станцевали асохой. Новый год в Якутии празднуют целых 3 раза – 31 декабря, 13 января и в день летнего солнцестояния. Это единственный регион в стране, где официальный выходной дают и в зимний, и в летний Новый год. Марина Крутихина, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». С 17 по 20 июня в Москве прошел крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь». Одно из ярчайших литературных событий страны вновь объединил писателей, издателей и других представителей культуры и искусства из разных стран. В нынешнем году фестиваль проходил сразу в 2 форматах – онлайн и офлайн. На традиционной региональной площадке национальная издательская компания «Аяр» имени Новгородова презентовали авторскую новинку «Одержимая тайным даром» Любови Васильевой, посвященной Кюней Кардашевской. В этом году якутское издательство отмечает юбилейную дату, свое 95-летие. За этот период было выпущено более 18 тысяч изданий общим тиражом 76,5 миллионов экземпляров. В первый день фестиваля дипломами межрегиональной лиги издателей за лучшее региональное издание отмечены 2 издания: книга для чтения, авторы-составители Лилия Аргунова и Сардана Захарова, а также книга «Я выбираю жизнь» Натальи Ивановой. Издательство «Аяр» замечательно вспомнило о том, что весь патриотизм, вся стойкость в защите Родины начинается с воспитания в детстве. И издали такую замечательную книгу, с которой мы не просто поздравляем издательство, но и считаем, что другие издатели других регионов вполне могли были бы взять пример с этой издательской инициативы. К этому часу вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.